Сын мой, я здесь, чтобы поговорить с тобой напрямую. Я хочу поделиться с вами чем-то важным, чем-то, что отражает сердце. Когда вы слышите мой голос, знайте, что этап испытаний подходит к концу и что есть причины сохранять надежду. Поверьте, мы вступаем в эпоху новых возможностей. Жизнь может быть трудной, полной препятствий, которые, кажется, затмевают ваш внутренний свет. Я хочу, чтобы этот свет не только продолжал гореть, но и светил еще ярче и теплее. Поверьте, хорошие новости уже в пути. Бог говорит, что ваша воля двигаться вперед – это дар огромной любви, которую я испытываю к вам. Пришло время смотреть в будущее с надеждой на горизонте. Помните, что обещания и учения, которые я дал вам, подобны маяку, который будет направлять ваши шаги, какой бы темной ни казалась долина, через которую вы идете. Не бойтесь, потому что я всегда буду рядом с вами, подбадривая вас, защищая вас и помогая вам осуществить ваши мечты. Провозгласите: «Я нахожусь под божественной защитой». Этот мир полон испытаний, но поверьте мне, я уже преодолел всю боль. У меня есть ключ к жизни, и я желаю тебе жить совершенно счастливо. Победы, которых вы достигаете одна за другой, являются проявлением моей воли. Ваше достижение – это не просто желание, а уверенность в будущем, полном триумфов и радостей. Если кажется, что ваше счастье вызывает зависть других, не расстраивайтесь. Помните, что зависть никогда не станет свидетелем вашего поражения. Он комментирует: «Мой успех не будет омрачен завистью». В мире могут быть люди, которым не нравится видеть твое счастье, но пока ты остаешься твердым в своей вере и на правильном пути, с тобой не произойдет ничего плохого. Быть человеком значит время от времени совершать ошибки, и я не жду от тебя совершенства, только искреннего сердца и взгляда, не упускающего из виду священного учения. Пообещайте мне, моя вера поддержит меня в трудные времена. Я надеюсь, что в хорошие времена вы придете ко мне с благодарностью и любовью, но и в трудные времена вы не уйдете. Даже в слезах продолжайте свой путь и свои молитвы, ибо истинная вера подобна маяку во время бури. Я всегда буду рядом, чтобы успокоить штормы и успокоить море. Я позабочусь о твоих проблемах, но для этого важно, чтобы твоя вера была твердой, полной любви и чтобы во всем ты ставил меня на первое место. Подтвердите с любовью: моя преданность непоколебима. Перед лицом штормов вы откроете в себе силу, подобную светящемуся мечу, способную рассеять зло, преодолеть вашу неуверенность и дать вам невероятную духовную силу для преодоления страхов, дилемм и проблем. Начните свой день с перерыва на размышления, доверьте мне свои проекты и все свои заботы. Поговорите со своей семьей, скажите им слова, которые поднимут им настроение. Празднуйте, ведь я ваш проводник и позабочусь о том, чтобы вы ничего не пропустили. Ты часть моей семьи, драгоценная овца моего стада, и я приведу тебя в место спокойствия и мира. Напишите с верой: мир воцарится в моей семье и в моем доме. Больше не будет беспорядка и раздора, только спокойствие, которое ты можешь найти в моей любви. Нерушимая и чистая любовь,
приносящая утешение и исцеление. В огромной вселенной я почувствовал боль и воскрес снова, чтобы принести вам спасение и вечную жизнь. Молись теперь, сын мой, дорогая дочь, проси, чтобы эта любовь наполнила тебя. Чудо, которого вы ждете, сбудется, проблема, которая вас беспокоит, найдет решение. Я услышал ваши молитвы и скоро дам ответы. Осветите свои благословения, написав 111, когда придет ответ. Не идите по одному и тому же пути нескольких приемов и забывания. Иди туда, куда я тебя пошлю, потому что именно там ты будешь процветать. Я желаю обильно благословить вашу жизнь, но вы должны научиться распоряжаться этими благословениями. Объедините свое благодарное сердце с мудростью, которую вы приобрели и обретите, и многие чудеса станут вашими. Комментарий. Божественная мудрость укажет мой путь. Я хочу мира в вашем доме, и чтобы чудеса вашей жизни способствовали вашему духовному росту. Но не упускайте из виду мои слова, не зацикливайтесь только на материальных благах. Вы были избраны посланником, исцеляющим агентом в этом мире с того дня, как вы пришли в этот мир. Утвердите с любовью: «Я буду посланником мира». Я вам кое-что открываю, ваше призвание проверено. Небесные стороны сражались, чтобы защитить вас. Это была напряженная битва. Ненависть пыталась разрушить твою сущность, но я стоял рядом с тобой с любовью, чтобы поддержать тебя и воодушевить тебя для выполнения твоей миссии. Тем, кто восстает против вас, будьте уверены, я буду рядом, чтобы поддержать вас и гарантировать ваши победы. Пообещайте мне, мое призвание нерушимо. Пришло время доверить мне свой путь и проявить твердость. Сегодня я представляю вам идеальный план. Отдайте вашу жизнь в мои руки, отдайте мне все свое существо. Какими бы ни были испытания, горы или долины, я буду с вами, чтобы проложить ваш путь. Я лишь прошу вас приложить усилия, выразить свою веру, написав 777. Встречайте жизненный путь смело и преданно, даже если вам кажется, что вы идете по долине теней, вы обретете глубокое спокойствие и истинное счастье. Знай, что я всегда внимателен к твоим словам, с нежностью вслушиваюсь в каждый шепот, выбираю молчание как форму любви, позволяя твоим молитвам окружать меня, как прекрасная песня поклонения. Он убежденно заявляет: радость заменит слезы, сын мой. Айо. Подождите, если это сообщение затронуло ваше сердце, поставьте лайк, и чтобы не пропустить следующие благословения, нажмите кнопку «Подписаться» и активируйте колокольчик. Таким образом, вы узнаете первым, когда мы опубликуем что-то новое. Боль будет временной, уступая место более светлым моментам. Твой разум будет ясен, потому что я всегда буду здесь, наполняя твои мысли вечной радостью. Поверьте, мои обещания верны, как рассвет, и сбудутся по мере того, как будет расти ваша вера в меня. Вы без колебаний встретите свои трудности, зная, что я рядом с вами, чтобы помочь вам их преодолеть. Он комментирует: «Моя вера непоколебима». Пришло время оглянуться назад, оставить позади раны прошлого, оскорбления, которые вы перенесли, никогда не отказываясь от своей веры.
Поднимите голову, благословения, которые придут, изменят вашу жизнь, потому что я буду рядом с вами, чтобы защитить вас. Даже если конфликты накапливаются, если вас одолевает усталость или вы тонете в решениях, приходите ко мне за отдыхом. Пообещайте мне, среди испытаний я найду покой. Поймите, я не хочу, чтобы вы страдали больше, чем можете вынести. Я избавлю тебя, укреплю тебя, крепко держа тебя своей победоносной рукой. Я благословил вас небесными и измеримыми дарами, чтобы моя слава была очевидна в вашей жизни и распространялась на вашу семью, друзей и соседей, изменяя также и их реальность. С любовью подтвердите, я буду каналом исцеления. Верить всем своим сердцем – это первый шаг. Если вы верите, заявите об этом сейчас в комментариях «Верую, Господи». В небесных аналах страницы, отмеченные вашими слезами, переписаны, ваши неудачи забыты, а причины вашей боли навсегда стерты из вашего сердца. Напишите с верой «Я вечно свободен». Вы по-настоящему свободны не из-за того, что заплатили за достижение совершенства, а из-за этой безусловной любви. Подтвердите эту истину. Запишите это «Я свободен навсегда» и почувствуйте свободу, исходящую от этой огромной любви. Признайте, что вы не можете избежать последствий того, что вы сделали в одиночку, но что этого долга больше не существует. Ваша свобода получена, и победа в этой нынешней жизни обеспечена. Владение этими словами принадлежит вам, и вы можете претендовать на это, однако сохраняйте бдительность, потому что противники ищут момент, чтобы отвлечься, чтобы посеять сомнения и искушения. Пишите с верой «Я свободен от цепей прошлого». Ничто не может причинить вред вам или вашим близким таким образом, который нельзя решить. Всегда помните эту истину, чтобы избежать обмана, который стремится поколебать вашу веру и эмоциональное равновесие. Я обновление и суть жизни. Даже если ты упадешь, ты снова поднимешься, ибо ошибки прошлого прощены и забыты, брошены в море забвения. Заявите, мои прошлые ошибки не определяют мое будущее. Я работаю над тем, чтобы освободить вас от бремени скрытой печали, которая живет в вашем сердце. Я изменю ваше настроение, придам вам больше смелости и вдохновлю смотреть на жизнь с новым рвением. Самые необыкновенные благословения приходят к тем, кто искренне верит и следует моим учениям. Комментарий. Мои благословения находятся в пределах моей досягаемости. Ваше мнение очень важно для нас, и простой лайк может рассказать нам о многом. Кроме того, подписываясь на канал, вы присоединяетесь к нашему сообществу, которое всегда растет и учится вместе. Bеспокойство, которое я чувствовал, является признаком того, что существует разрыв, пустота, которая будет только расти, если ты отойдешь от моей любви. Именно это отсутствие вызывает печаль, заставляющую просыпаться в слезах во тьме ночи. Ты жаждешь любви, но ищешь ее не там, где надо. Нет любви сильнее моей. Подтвердите с любовью, настоящая любовь исходит из чего-то большего. Каждый новый день позволяет моим словам принести покой в ваш разум, потому что они обладают силой исцелять.
Я хочу, чтобы в твоем голосе звучала благодарность. Не забывайте дары, благословения и все блага, которыми я осыпал вас. Обещай мне, моя благодарность будет моей песней. Я прощаю твои ошибки, я их больше не помню. Я исцеляю твои недуги и спасаю тебя от глубочайшего отчаяния, наполняя твою душу милосердием и любовью, если ты отдашь мне свое сердце. Сегодня вам никогда не будет недоставать любви и внимания, и вы не будете искать дружбу или одобрение не там, где надо. Пишите с верой. Мое сердце доверяет и находит то, что ему нужно. Запомните эти слова, которые я обращаюсь к вам. Придите, послушайте меня, позвольте моим объятиям принести вам любовь и мир, которых вы так жаждете прямо сейчас. Я осыпаю вас благодатью и благословением, и мое самое большое желание – увидеть, как вы преуспеваете и процветаете не только здесь, но и в вечной жизни моего Небесного Царства. Заявите: «Я принимаю жизнь с избытком, которую заслуживаю, живите свое земное существование с энтузиазмом и страстью, с решимостью и ясностью, с твердой волей творить добро». Вот как вы должны существовать. Делиться своим посланием – это все равно, что разбрасывать звезды по Вселенной, потому что это показывает, кто я. Когда жизнь кажется трудной, знай, что я здесь, чтобы поддержать тебя. Я уже предоставил вам инструменты для преодоления любых препятствий, всегда с любовью и решимостью. Даже если ваше вчерашнее время могло быть насыщенным, знайте, что я задумал ваше сегодня и ваше будущее с обещанием улучшения. Пишите с верой. Мое прошлое не определяет мое будущее. В вашем сердце есть пламя, которое вы не должны игнорировать. Это видение, которое я имплантировал и которое растет в вас. Это видение, как семя в почве ваших сердечных желаний, может показаться дремлющим, но оно вот-вот расцветет. Он принесет тень, обеспечение и изобилие не только вам, но и вашим близким. Провозгласите: «Мое видение станет прибежищем благословений». В тишине ваших молитв плодотворная мечта вашей веры готова проявить рост. Нет причин бояться, я всегда с вами. Я укреплю тебя, помогу и поддержу тебя своим постоянным присутствием. И когда кажется, что у твоей двери стоят непреодолимые препятствия, помни, что я твой щит. Комментарий. Меня поддерживает божественная сила во всех испытаниях. Тяжелые времена не следует воспринимать как вечность. Я смотрю на твое будущее со вниманием и заботой, он будет свободен от боли и полон побед. Здесь нет места стыду или поражению, наоборот, будут празднования побед даже перед лицом тех, кто в вас сомневался. Утверждаю, мое будущее – это поле, открытое для божественных побед. Подготовьтесь к богатству в его различных формах. Вас ждет не просто финансовое благополучие, а полное обогащение здоровьем, радостью и умиротворением. Если возникнут проблемы, обратитесь ко мне, я превращу ваши проблемы в покой, ваше смятение в ясность и подарю вам вечное спокойствие. Когда ты думаешь, что все двери закрыты, я здесь, чтобы их открыть. Восстановление здоровья и душевного спокойствия уже на подходе. В конце концов, когда надежда кажется мимолетной, я готов послать вам не просто решение,
а чудо. Празднуйте сейчас все моменты любви и поддержки, которые я вам даровал, ибо это истинные сокровища жизни. Ваша любовь и признательность в конечном счете для меня самые большие. Помните, что мнение других людей не должно определять вашу карьеру. Нет необходимости никого впечатлять, если вы сосредоточены на том, чтобы жить жизнью, которая доставляет мне удовольствие. Это идеал, к которому мы должны стремиться. Он заявляет, единственные аплодисменты, которые я ищу, божественные. В воздухе витает обещание, это голос всемогущего, шепчущий о том, что в вашей жизни вот-вот откроется новая глава, полная благодати. Давайте объединимся в молитве от сердца к сердцу и выразим нашу благодарность. Давайте праздновать дары, которыми изобилуют наши дома и наша жизнь. Меня тронула благодарность, приближение к богатству и обновлению здоровья, приносящее новую надежду и жизненную силу. Провозгласите процветание. Мой урок продвигается, каждый новый день – повод возвеличить Творца. Я благодарен за жизнь, за вдохновляющие послания, которые трогают душу, и за переполняющие меня благословения. Пусть любовь, которую я испытываю к нашей связи, станет связью, которая объединяет нас, и силой, направляющей мой путь, потому что благодаря этой любви я нахожу поддержку, позволяющую превратить любой вызов в работу, имеющую смысл и красоту. Пишите с верой, любовь – мой проводник и мое утешение. Всегда помните, что каким бы ни было препятствие, я способен обновить и преобразовать себя, привести хаос в гармонию. Сохраняйте твердую веру в меня в своем сердце и терпеливо ждите, ибо все данные обещания сбудутся. Нет причин бояться, когда я являюсь твоим прибежищем и силой. Позвоните мне, если понадобится. Комментарий. Уверенность в божественной верности непоколебима, а ответы на ваши молитвы будут услышаны и отвечены, и вскоре вы поделитесь новой историей, наполненной выздоровлением, полным здоровьем, безграничным процветанием, обильной любовью и неописуемой радостью, которая наполняет каждый уголок вашего существа. Утвердите, я вступаю во время обновления и радости. На этом пути каждое благословение, которое мы получаем, это сокровище, которое мы должны сохранить, и повод быть благодарными. Доверие должно определять каждый шаг, послушание будет определять каждый выбор, поскольку впереди еще много всего, что будет открыто и предложено в подходящее время. Провозгласите, я с надеждой жду того, что произойдет, поскольку вы оставляете свое «Аминь» как свидетельство вашей веры и настойчивости. Почувствуйте гордость, исходящую из сердца Бога за вашу настойчивость. Ваша радость умножается с каждой священной встречей, с каждым моментом единения и общения с Божественным. Это моменты связи, которые должны быть более частыми и глубокими в вашей жизни. Пишите с благодарностью. С каждым днем я увеличиваю свое общение с Божественным. И помните, если вы чувствуете необходимость расширить эту связь, углубить это общение со Священным, вас еще ждет ожидание. Всего одним щелчком мыши к вам придут новые слова вдохновения. Давайте будем вместе и позволим божественным посланиям продолжать находить отклик на вашем пути.
Бог говорит тебе сегодня: «Сын мой, что я здесь и говорю непосредственно с тобой». Я хочу поделиться с вами чем-то важным, чем-то, что отражает сердце. Когда вы слышите мой голос, знайте, что этап испытаний подходит к концу и что есть причины сохранять надежду. Поверьте, мы вступаем в эпоху новых возможностей. Жизнь может быть трудной, полной препятствий, которые, кажется, затмевают ваш внутренний свет. Я хочу, чтобы этот свет не только продолжал гореть, но и светил еще ярче и теплее. Поверьте, хорошие новости уже в пути. Бог говорит: твоя воля двигаться вперед. Это дары огромной любви, которую я испытываю к тебе. Пришло время смотреть в будущее с надеждой на горизонте. Помните, что обещания и учения, которые я дал вам, подобны маяку, который будет направлять ваши шаги, какой бы темной ни казалась долина, через которую вы идете. Не бойтесь, потому что я всегда буду рядом с вами, подбадривая вас, защищая вас и помогая вам осуществить ваши мечты. Заявите: «Я нахожусь под божественной защитой». Этот мир полон проблем, но поверьте мне, я уже преодолел всю боль. У меня есть ключ к жизни, и я желаю тебе жить совершенно счастливо. Победы, которых вы достигаете одна за другой, являются проявлением моей воли. Ваше достижение – это не просто желание, а уверенность в будущем, полном триумфов и радостей. Если кажется, что ваше счастье вызывает зависть других, не расстраивайтесь. Помните, что зависть никогда не станет свидетелем вашего поражения. Комментарий: мой успех не будет омрачен завистью. В мире могут быть люди, которым не нравится видеть ваше счастье. Но пока вы остаетесь твердыми в своей вере и на правильном пути, ничего худшего с вами не произойдет. Быть человеком значит время от времени совершать ошибки, и я не жду от тебя совершенства, только искреннего сердца и взгляда, не упускающего из виду священного учения. Обещай мне, моя вера поддержит меня в трудные времена. Я надеюсь, что в хорошие времена ты придешь ко мне с благодарностью и любовью, но и в трудные времена ты не уйдешь. Даже в слезах продолжайте свой путь и свои молитвы, ибо истинная вера подобна маяку во время бури. Я всегда буду рядом, чтобы успокоить штормы и успокоить море. Я разберусь с вашими конфликтами и вашими проблемами, но для этого важно, чтобы ваша вера была твердой, полной любви и чтобы вы во всем ставили меня на первое место. Подтвердите с любовью: моя верность нерушима перед лицом бурь. Вы откроете в себе силу, подобную светящемуся мечу, способную рассеять зло, преодолеть вашу неуверенность и дать вам невероятную духовную силу для преодоления страхов, дилемм и проблем. Начните свой день с перерыва на размышления, расскажите мне о своих планах и обо всех своих заботах, поговорите со своей семьей, скажите им слова, которые поднимают им настроение. Празднуйте, ведь я ваш проводник и позабочусь о том, чтобы вы ничего не пропустили. Ты часть моей семьи, драгоценная овца моего стада, и я приведу тебя в место спокойствия и мира. Пишите с верой: в моей семье и в моем доме воцарится мир, не будет больше беспорядка и раздора, только то спокойствие, которое вы можете найти в моей любви, нерушимой и чистой любви,
предлагающий утешение и исцеление. В огромной вселенной я почувствовал боль и воскрес ради тебя, чтобы принести тебе спасение и вечную жизнь. Молись теперь, сын мой, дорогая дочь, проси, чтобы эта любовь наполнила тебя. Чудо, которого вы ждете, сбудется, проблема, которая вас беспокоит, найдет решение. Я услышал ваши молитвы и скоро дам ответы. Конкретизируйте свои благословения, написав 111. Когда придет ответ, не идите по тому же пути, что и многие, получая и забывая. Иди туда, куда я тебя пошлю, потому что именно там ты будешь процветать. Мое желание – обильно благословить вашу жизнь. Но важно, чтобы вы научились управлять этими благословениями. Объедините свое благодарное сердце с мудростью, которую вы приобрели и обретите, и многие чудеса станут вашими. Комментарий. Божественная мудрость укажет мой путь. Я хочу, чтобы мир в вашем доме и чтобы чудеса вашей жизни способствовали вашему духовному росту, но не упускайте из виду мои слова. Не зацикливайтесь только на материальных благах. Вы были избраны посланником, исцеляющим агентом в этом мире с того дня, как вы пришли в этот мир. Утвердите с любовью: «Я буду посланником мира». Я вам кое-что открываю, ваше призвание проверено. Силы небесные сражались, чтобы защитить вас. Это была напряженная битва, ненависть пыталась разрушить твою сущность, но я стоял рядом с тобой с любовью, чтобы поддержать и воодушевить тебя, чтобы ты смог выполнить свою миссию. Тем, кто восстает против вас, будьте уверены, я буду рядом, чтобы поддержать вас и гарантировать ваши победы. Обещай мне, мое нерушимое призвание, пришло время доверить мне свой путь и быть твердым. Сегодня я представляю вам идеальный план. Отдайте свою жизнь в мои руки, отдайте мне все свое существо. Какими бы ни были испытания, горы или долины, я буду с вами, чтобы проложить ваш путь. Я лишь прошу вас приложить усилия. Выразите свою веру, написав 777. Идите по жизни смело и преданно. Даже когда вам кажется, что вы идете по долине теней, вы обретаете глубокое спокойствие и истинное счастье. Знай, что я всегда внимателен к твоим словам, с нежностью вслушиваюсь в каждый шепот, выбираю молчание как форму любви, позволяя твоим молитвам окружать меня, как прекрасная песня поклонения. Объяви с убеждением: радость заменит слезы, сын мой, подожди минутку. Если этот пост тронул ваше сердце, поставьте лайк и проявите немного любви. А чтобы не пропустить следующее благо, нажмите кнопку «Подписаться» и активируйте колокольчик. Таким образом, вы будете первым, кто узнает, когда мы публикуем что-то новое. Боль будет временной, уступая место более светлым моментам. Твой разум будет ясен, потому что я всегда буду здесь, наполняя ваши мысли вечной радостью. Доверьтесь моим обещаниям, они верны, как рассвет, и сбудутся по мере того, как будет расти ваша вера в меня. Вы без колебаний встретите свои трудности, зная, что я рядом с вами, чтобы помочь вам их преодолеть. Комментарий. Моя вера непоколебима. Пришло время оглянуться назад, оставить позади раны прошлого, оскорбления,
которые вы перенесли, никогда не отказываясь от своей веры. Поднимите голову, приходящие благословения изменят вашу жизнь, потому что я буду рядом с вами, чтобы защитить вас. Даже если конфликты накапливаются, если вас одолевает усталость или вы тонете в решениях, приходите ко мне за отдыхом. Обещай мне, посреди испытания я найду покой. Поймите, что я не хочу, чтобы вы страдали больше, чем можете вынести. Я избавлю тебя и укреплю, крепко держа тебя своей победоносной рукой. Я благословил вас неизмеримыми небесными дарами, чтобы моя слава была очевидна в вашей жизни и распространилась на вашу семью, друзей и соседей, преобразуя также и их реальность. Подтвердите с любовью, я буду каналом исцеления. Верить всем своим сердцем – это первый шаг. Если вы в это верите, скажите об этом в комментариях прямо сейчас. Я верю, Господь. В небесных летописях переписаны страницы, отмеченные твоими слезами, ваши забытые неудачи и причины вашей боли навсегда стерты из вашего сердца. Пишите с верой, я вечно свободен. Вы по-настоящему свободны не из-за того, за что заплатили или ради достижения совершенства, а из-за этой безусловной любви. Подтвердите эту истину. Напишите себе: «Я свободен навсегда и чувствую свободу, исходящую от этой безмерной любви». Я признаю, что в одиночку вы не смогли бы избежать последствий того, что сделали, но этого долга больше не существует. Ваша свобода завоевана, и победа в сегодняшней жизни за вами. Однако сохраняйте бдительность, потому что противники ищут момент, чтобы отвлечься, чтобы посеять сомнения и искушения. Пишите с верой: «Я свободен от цепей прошлого. Ничто не может причинить вред вам или вашим близким таким образом, который невозможно разрешить». Всегда помните эту истину, чтобы избежать обмана, который стремится поколебать вашу веру и эмоциональное равновесие. Я обновление и суть жизни. Даже если ты упадешь, ты снова поднимешься, ибо ошибки прошлого прощены и забыты, брошены в море забвения. Заявите: «Мои прошлые ошибки не определяют мое будущее. Я работаю над тем, чтобы освободить вас от мысленного груза скрытой печали, которая обитает в вашем сердце. Я изменю ваше настроение, придам вам больше смелости и вдохновлю смотреть на жизнь с новым рвением». Самые необыкновенные благословения приходят к тем, кто искренне верит и следует моим учениям. Комментарий: «Мои благословения, моя досягаемость, ваше мнение очень важно для нас, и простой лайк может рассказать нам о многом». Кроме того, подписываясь на канал, вы присоединяетесь к нашему сообществу, которое всегда растет и учится вместе. Беспокойство, которое вы чувствуете, является признаком того, что существует разрыв, пустота, которая будет только расти, если вы дистанцируетесь от моей любви. Именно это отсутствие вызывает печаль, заставляющую просыпаться в слезах во тьме ночи. Ты жаждешь любви, но ищешь ее не там, где надо. Нет любви сильнее моей. Подтвердите с любовью: настоящая любовь исходит из чего-то большего. Каждый новый день позволяет моим словам принести покой в ваш разум. Поверьте, они обладают силой исцелять. Я хочу, чтобы в твоем голосе звучала благодарность.
Не забывайте дары, благословения и все блага, которыми я осыпал вас. Пообещай мне, моя благодарность будет моей песней, я прощаю твои ошибки, я их больше не помню, я исцеляю твои недуги и спасаю тебя от глубочайшего отчаяния, наполняя твою душу милосердием и любовью, если ты отдашь мне свое сердце. Сегодня вам никогда не будет недоставать любви и внимания, и вы не будете искать дружбу или одобрение не там, где надо. Пишите с верой. Мое сердце доверяет и находит то, что ему нужно. Запомните эти слова, которые я говорю вам. Подойди, послушай меня, позволь моим объятиям дать тебе любовь и мир, которых ты жаждешь. В это время я изливаю на вас благодать и благословение, и мое самое большое желание – увидеть, как вы преуспеваете и процветаете не только здесь, но и в вечной жизни моего небесного царства. Провозгласите: «Я принимаю жизнь с избытком, которую заслуживаю, проживаю свое земное существование с энтузиазмом и страстью, с решимостью и ясностью, с твердой волей творить добро». Вот как вы должны существовать. Делиться своим посланием – это все равно, что разбрасывать звезды по Вселенной, потому что это показывает, кто я. Когда жизнь кажется трудной, знай, что я здесь, чтобы поддержать тебя. Я уже предоставил вам инструменты для преодоления любых препятствий, всегда с любовью и решимостью. Даже если ваше вчерашнее время могло быть насыщенным, знайте, что я задумал ваше сегодня и ваше будущее с обещанием улучшения. Пишите с верой. Мое прошлое не определяет мое будущее. В твоем сердце есть пламя, которое нельзя игнорировать. Это видение, которое я посеял, пока оно росло в тебе. Это видение, как семя в почве ваших сердечных желаний, может показаться дремлющим, но оно вот-вот расцветет. Он принесет тень, обеспечение и изобилие не только вам, но и вашим близким. Провозгласите: «Мое видение станет прибежищем благословений». В тишине ваших молитв плодородная почва вашей веры готова раскрыть свой рост. Не нужно бояться, я всегда с тобой. Я укреплю тебя, помогу и поддержу тебя своим постоянным присутствием. И когда кажется, что у твоей двери стоят непреодолимые препятствия, помни, что я твой щит. Комментарий. Меня поддерживает божественная сила во всех испытаниях. Трудные времена не следует считать вечными. Я смотрю на ваше будущее со вниманием и заботой, а оно будет безболезненным и полным побед. Здесь нет места стыду или поражению, наоборот, будут празднования побед даже перед лицом тех, кто в вас сомневался. Утверждаю, мое будущее – это поле, открытое для божественных побед. Подготовьтесь к богатству в его различных формах. Вас ждет не просто финансовое благополучие, а полное обогащение здоровьем, радостью и умиротворением. Когда возникнут проблемы, доверьте их мне, я превращу ваши проблемы в покой, ваше замешательство в ясность и подарю вам вечное спокойствие. Когда ты думаешь, что все двери закрыты, я здесь, чтобы их открыть. Восстановление здоровья и душевного спокойствия уже на подходе. В конце концов, когда кажется, что надежда эфемерной, я готов послать тебе не только решение, но и чудо. Празднуйте сейчас все моменты любви и поддержки, которые я вам даровал,
ибо это истинные сокровища жизни. Ваша любовь и признательность – моя самая большая радость. Наконец, помните, что мнение других не должно определять вашу карьеру. Нет необходимости никого впечатлять, если вы сосредоточены на том, чтобы жить жизнью, которая доставляет мне удовольствие. Он заявляет: единственные аплодисменты, которые я ищу, божественные. В воздухе витает обещание. Это голос Всевышнего, шепчущий о том, что в вашей жизни вот-вот откроется новая глава, полная благодати. Давайте объединимся в сердечной молитве и выразим нашу благодарность. Давайте праздновать дары, которыми изобилуют наши дома и наша жизнь. Меня тронула благодарность, приближение к богатству и обновлению здоровья, приносящее новую надежду и жизненную силу. Заявите: процветание движется в мою сторону, каждый новый день – повод возвеличить Творца. Спасибо за жизнь, за вдохновляющие послания, которые затрагивают душу, и за переполняющие нас благословения. Пусть любовь, которую я испытываю к нашей связи, станет связью, которая объединяет нас, и силой, направляющей мой путь, потому что благодаря этой любви я нахожу поддержку, позволяющую превратить любой вызов в работу, имеющую смысл и красоту. Пишите с верой: любовь – мой проводник и мое утешение. Всегда помните, что каким бы ни было препятствие, я способен обновить и преобразовать себя, привести хаос в гармонию. Сохраняйте твердую веру в меня в своем сердце и терпеливо ждите, ибо все данные обещания сбудутся. Нет причин бояться, когда я являюсь твоим прибежищем и силой. Позвоните мне, если понадобится. Комментарий. Моя уверенность в божественной верности непоколебима. Ответы на ваши молитвы будут услышаны и отвечены, и вскоре вы поделитесь новой историей, наполненной выздоровлением, полным здоровьем, безграничным процветанием, обильной любовью и неописуемой радостью, которая наполняет каждый уголок вашего существа. Утвердите: я вступаю во время обновления и радости. На этом пути каждое благословение, которое мы получаем, это сокровище, которое мы должны сохранить, и повод быть благодарными. Доверие должно определять каждый шаг, послушание должно определять каждый выбор, поскольку впереди еще много всего, что будет раскрыто и предложено в подходящее время. Провозгласите: я с надеждой жду того, что произойдет, поскольку вы оставляете свое «Аминь» как свидетельство вашей веры и настойчивости. Почувствуйте гордость, исходящую из сердца Бога за вашу настойчивость. Ваша радость умножается с каждой священной встречей, с каждым моментом единения и общения с Божественным. Это моменты связи, которые должны быть более частыми и глубокими в вашей жизни. Пишите с благодарностью каждый день, что я увеличиваю свое общение с Божественным. И помните, если вы чувствуете необходимость расширить эту связь, углубить это общение со Священным, вас еще ждет ожидание. Всего одним щелчком мыши к вам придут новые слова вдохновения. Давайте будем вместе и позволим божественным посланиям продолжать находить отклик на вашем пути. Бог говорит тебе сегодня: «Сын мой, что я здесь, чтобы поговорить с тобой напрямую. Я хочу поделиться с вами чем-то важным, чем-то, о чем стоит подумать от всего сердца,
пока вы слушаете мой голос. Знайте, что этап испытаний подходит к концу и что есть причины сохранять надежду. Поверьте, мы вступаем в эпоху новых возможностей. Жизнь может быть трудной, полной препятствий, которые, кажется, затмевают ваш свет. Я хочу, чтобы этот свет не только продолжал гореть, но и светил еще ярче и теплее. Поверьте, хорошие новости уже в пути. Бог говорит, что ваша воля двигаться вперед – это дар огромной любви, которую я испытываю к вам. Пришло время смотреть в будущее с надеждой на горизонте. Помните, что обещания и учения, которые я дал вам, подобны маяку, который будет направлять ваши шаги, какой бы темной ни казалась долина, через которую вы идете. Не бойтесь, потому что я всегда буду рядом с вами, подбадривая вас, защищая вас и помогая вам осуществить ваши мечты. Заявите: «Я нахожусь под божественной защитой». Этот мир полон испытаний, но поверьте мне, я уже преодолела все боли, у меня есть ключ к жизни, и я желаю тебе жить полноценной счастливой жизнью. Победы, которых вы достигаете одна за другой, являются проявлением моей воли. Ваше достижение – это не просто желание, а уверенность в будущем, полном триумфов и радостей. Если кажется, что ваше счастье вызывает зависть других, не расстраивайтесь. Помните, что зависть никогда не станет свидетелем вашего поражения. Комментарий: мой успех не будет омрачен завистью. В мире могут быть люди, которым не нравится видеть ваше счастье, но пока вы остаетесь твердыми в своей вере и на правильном пути, с вами не произойдет ничего плохого. Быть человеком значит время от времени совершать ошибки, и я не жду от тебя совершенства, только искреннего сердца и взгляда, не упускающего из виду священного учения. Обещай мне, моя вера поддержит меня в трудные времена. Я надеюсь, что в хорошие времена ты придешь ко мне с благодарностью и любовью, но и в трудные времена ты не уйдешь. Даже в слезах продолжайте свой путь и свои молитвы, ибо истинная вера подобна маяку во время бури. Я буду там, чтобы успокоить штормы и успокоить море. Я всегда буду заботиться о ваших конфликтах и проблемах, но для этого важно, чтобы ваша вера была твердой, полной любви и чтобы во всем вы ставили меня на первое место. Подтвердите с любовью: моя верность непоколебима. Перед лицом штормов вы откроете в себе силу, подобную светящемуся мечу, способную рассеять зло, преодолеть вашу неуверенность и дать вам невероятную духовную силу для преодоления страхов, дилемм и проблем. Начните свой день с перерыва на размышления, расскажите мне о своих планах и обо всех своих заботах, поговорите со своей семьей, скажите им слова, которые поднимают им настроение. Празднуйте, ведь я ваш проводник и позабочусь о том, чтобы вы ничего не пропустили. Ты часть моей семьи, драгоценная овца моего стада, и я приведу тебя в место спокойствия и мира. Пишите с верой: в моей семье и в моем доме воцарится мир, не будет больше беспорядка и раздора, только то спокойствие, которое вы сможете найти в моей любви. Нерушимая и чистая любовь, приносящая утешение и исцеление. В огромной вселенной я почувствовал боль и воскрес ради тебя, чтобы принести тебе спасение и вечную жизнь.
Молись теперь, сынок, дорогая дочь, проси, чтобы эта любовь наполнила тебя, свершилось чудо, которого ты ждешь, проблема, которая тебя беспокоит, нашла решение. Я услышал ваши молитвы и скоро дам ответы. Конкретизируйте свои благословения, написав 111. Когда придет ответ, не иди по одному и тому же пути нескольких приемов и забвений, иди туда, куда я тебя посылаю, потому что именно там ты будешь процветать. Я желаю обильно благословить вашу жизнь, но важно, чтобы вы научились управлять этими благословениями. Добавьте свою благодарность к мудрости, которую вы приобрели и обретите, и многие чудеса станут вашими. Комментарий. Божественная мудрость укажет мой путь. Я хочу, чтобы мир в вашем доме и чтобы чудеса вашей жизни способствовали вашему духовному росту, но не упускайте из виду мои слова. Не сосредотачивайтесь только на материальных благах, вы были выбраны посланником, исцеляющим агентом в этом мире с того дня, как вы пришли в этот мир. Утвердите с любовью: «Я буду посланником мира». Я вам кое-что открываю, ваше призвание проверено. Армии небес сражались, чтобы защитить вас. Это была напряженная битва, ненависть пыталась уничтожить вашу сущность, но я стоял рядом с вами с любовью, чтобы поддержать и воодушевить вас, чтобы вы могли выполнить свою миссию. Тем, кто восстает против вас, будьте уверены, я буду рядом, чтобы поддержать вас и гарантировать ваши победы. Обещайте мне, мое призвание нерушимо. Пришло время доверить мне свой путь и проявить твердость. Сегодня я представляю вам идеальный план. Отдайте вашу жизнь в мои руки, отдайте мне все свое существо. Какими бы ни были испытания, горы или долины, я буду с вами, чтобы проложить ваш путь. Я лишь прошу вас приложить усилия. Выразите свою веру. Написав 777. Встречайте жизненный путь смело и преданно, даже если вам кажется, что вы идете по долине теней, вы обретете глубокое спокойствие и истинное счастье. Знай, что я всегда прислушиваюсь к твоим словам, каждому шепоту с нежностью, выбирая молчание как форму любви, позволяя твоим молитвам окружать меня, как прекрасная песня поклонения. Скажи убедительно: радость заменит слезы, сын мой. Подождите минуту. Если это сообщение затронуло ваше сердце, проявите немного любви, поставив лайк, а чтобы не пропустить следующее благословение, нажмите кнопку подписки и активируйте колокольчик. Таким образом, вы будете первым, кто узнает, когда мы публикуем что-то новое. Боль будет временной, уступая место более светлым моментам. Твой разум будет ясен, потому что я всегда буду здесь, наполняя твои мысли вечной радостью. Доверьтесь моим обещаниям, они верны, как рассвет, и сбудутся по мере того, как будет расти ваша вера в меня. Вы без колебаний встретите свои трудности, зная, что я рядом с вами, чтобы помочь вам их преодолеть. Комментарий. Моя вера непоколебима. Пришло время оглянуться назад, оставить позади раны прошлого, оскорбления, которые вы перенесли, никогда не отказываясь от своей веры. Поднимите голову, благословения, которые придут, изменят вашу жизнь, потому что я буду рядом с вами, чтобы защитить вас.
Даже если конфликты накапливаются, если вас одолевает усталость или вы тонете в решениях, приходите ко мне за отдыхом. Обещай мне, среди испытаний я найду покой. Поймите, я не хочу, чтобы вы страдали больше, чем можете вынести. Я спасу тебя и укреплю, крепко удерживая своей победоносной рукой. Я благословил вас неизмеримыми небесными дарами, чтобы моя слава была очевидна в вашей жизни и распространилась на вашу семью, друзей и соседей, преобразуя также и их реальность. Подтвердите с любовью, я буду каналом исцеления. Верить всем своим сердцем – это первый шаг. Если веришь, скажи, заяви сейчас в комментариях: «Верую, Господи, в Царство Небесное». Страницы, отмеченные твоими слезами, были переписаны, твои неудачи забыты, а причины твоей боли навсегда стерты из твоего сердца. Пишите с верой: «Я вечно свободен». Вы по-настоящему свободны не из-за того, за что заплатили или ради достижения совершенства, а из-за этой безусловной любви. Подтвердите эту истину. Напишите себе: «Я свободен навсегда и чувствую свободу, исходящую от этой безмерной любви». Я признаю, что ты не смог избежать последствий того, что сделал в одиночку, но этого долга больше не существует. Ваша свобода завоевана, и победа в сегодняшней жизни за вами. Однако сохраняйте бдительность, потому что противники ищут момент, чтобы отвлечься, чтобы посеять сомнения и искушения. Пишите с верой: «Я свободен от цепей прошлого. Ничто не может причинить вред вам или вашим близким таким образом, который невозможно разрешить». Всегда помните эту истину, чтобы избежать обмана, который стремится поколебать вашу веру и эмоциональное равновесие. Я обновление и суть жизни. Даже если ты упадешь, ты снова поднимешься, ибо ошибки прошлого прощены и забыты, брошены в море забвения. Заявите: «Мои прошлые ошибки не определяют мое будущее». Я работаю над тем, чтобы освободить вас от бремени скрытой печали, которая живет в вашем сердце. Я изменю ваше настроение и придаю вам больше смелости, вдохновляя вас смотреть на жизнь с новым рвением. Самые необыкновенные благословения приходят к тем, кто искренне верит и следует моим учениям. Комментарий: «Мои благословения находятся в пределах моей досягаемости. Ваше мнение очень важно для нас, и простой лайк может рассказать нам о многом». Кроме того, подписываясь на канал, вы присоединяетесь к нашему сообществу, которое всегда растет и учится вместе. Беспокойство, которое вы чувствуете, является признаком того, что существует разрыв, пустота, которая будет только расти, если вы не дадите ей мою любовь. Именно это отсутствие вызывает печаль, заставляющую просыпаться в слезах во тьме ночи. Ты жаждешь любви, но ищешь ее не там, где надо. Нет любви сильнее моей. Подтвердите с любовью: настоящая любовь исходит из чего-то большего. Каждый новый день позволяет моим словам принести покой в ваш разум. Верьте им, потому что они обладают силой исцелять. Я хочу, чтобы в твоем голосе звучала благодарность. Не забывайте дары, благословения и все блага, которыми я осыпал вас. Обещай мне, моя благодарность будет моей песней. Я прощаю твои ошибки,
я их больше не помню. Я исцеляю твои недуги и спасаю тебя от глубочайшего отчаяния, наполняя твою душу милосердием и любовью. Если ты отдашь мне свое сердце сегодня, ты никогда не будешь испытывать недостатка в любви и внимании и не будешь искать дружбу или одобрение не в тех местах. Пишите с верой. Мое сердце доверяет и находит то, что ему нужно. Запомните эти слова, которые я говорю вам. Подойди, послушай меня, позволь моим объятиям принести тебе любовь и мир, которых ты жаждешь прямо сейчас. Я осыпаю вас благодатью и благословением, и мое самое большое желание – увидеть, как вы преуспеваете и процветаете не только здесь, но и в вечной жизни моего небесного царства. Заявите: «Я принимаю жизнь с избытком, которую заслуживаю». Живите свое земное существование с энтузиазмом и страстью, с решимостью и ясностью, с твердой волей творить добро. Вот как вы должны существовать. Делиться своим посланием – это все равно, что разбрасывать звезды по Вселенной, потому что это показывает, кто я. Когда жизнь кажется трудной, знай, что я здесь, чтобы поддержать тебя. Я уже предоставил вам инструменты для преодоления любых препятствий, всегда с любовью и решимостью. Даже если ваше вчерашнее время могло быть насыщенным, знайте, что я задумал ваше сегодня и ваше будущее с обещанием улучшения. Пишите с верой. Мое прошлое не определяет мое будущее. В вашем сердце есть пламя, которое вы не должны игнорировать. Это видение, которое я имплантировал и которое растет в вас. Это видение, как семя в почве ваших сердечных желаний, может показаться дремлющим, но оно вот-вот расцветет. Он принесет тень, обеспечение и изобилие не только вам, но и вашим близким. Провозгласите: «Мое видение станет прибежищем благословений». В тишине ваших молитв плодородная почва вашей веры готова раскрыть свой рост. Не нужно бояться, я всегда с тобой. Я укреплю тебя, помогу и поддержу тебя своим постоянным присутствием. И когда кажется, что у твоей двери стоят непреодолимые препятствия, помни, что я твой щит. Комментарий. Меня поддерживает божественная сила во всех испытаниях. Тяжелые времена не следует воспринимать как вечность. Я смотрю на твое будущее со вниманием и заботой, он будет свободен от боли и полон побед. Здесь нет места стыду или поражению, наоборот, будет празднование побед даже перед лицом тех, кто в вас сомневался. Утверждаю, мое будущее – это поле, открытое для божественных побед. Подготовьтесь к богатству в его различных формах. Вас ждет не просто финансовое благополучие, а полное обогащение здоровьем, радостью и умиротворением. Если возникнут проблемы, отнесите их мне. Я превращу ваши проблемы в покой, ваше смятение в ясность и подарю вам вечное спокойствие. Когда ты думаешь, что все двери закрыты, я здесь, чтобы их открыть. Восстановление здоровья и душевного спокойствия уже на подходе. В конце концов, когда надежда кажется мимолетной, я готов послать вам не просто решение, а чудо. Празднуйте сейчас все моменты любви и поддержки, которые я вам даровал, ибо это истинные сокровища жизни. Ваша любовь и признательность – моя самая большая радость.
Наконец, помните, что мнение других не должно определять вашу карьеру. Нет необходимости никого впечатлять, если вы сосредоточены на том, чтобы жить жизнью, которая доставляет мне удовольствие. Он заявляет, единственные аплодисменты, которые я ищу, божественные. В воздухе витает обещание, это голос всемогущего, шепчущий о том, что в вашей жизни вот-вот начнется новая глава, полная благодати. Давайте любить друг друга в молитве, от сердца к сердцу, и выражать нашу благодарность. Давайте праздновать дары, которыми изобилуют наши дома и наша жизнь. Я двигаюсь ради удовольствия. Забота о приближающихся богатствах и о здоровье, которое обновляется, принося обновленную надежду и жизненную силу. Заявить, процветание движется в мою сторону. Каждый новый день – повод возвеличить Творца. Я благодарен за жизнь, за вдохновляющие послания, которые трогают душу, и за переполняющие меня благословения. Пусть любовь, которую я испытываю к нашей связи, станет связью, которая объединяет нас, и силой, направляющей мой путь, потому что благодаря этой любви я нахожу поддержку, позволяющую превратить любой вызов в работу, имеющую смысл и красоту. Пишите с верой, любовь – мой проводник и мое утешение. Всегда помните, что каким бы ни было препятствие, я способен обновить и преобразовать себя, привести хаос в гармонию. Сохраняйте твердую веру в меня в своем сердце и терпеливо ждите, ибо все данные обещания сбудутся. Нет причин бояться, когда я являюсь твоим прибежищем и силой. Позвоните мне, если понадобится. Комментарий. Моя уверенность в божественной верности непоколебима. Ответы на ваши молитвы будут услышаны и отвечены, и вскоре вы поделитесь новой историей, наполненной выздоровлением, полным здоровьем, безграничным процветанием, обильной любовью и неописуемой радостью, которая наполняет каждый уголок вашего существа. Утвердите, я вступаю во время обновления и радости. На этом пути каждое благословение, которое мы получаем, это сокровище, которое мы должны сохранить, и повод быть благодарными. Доверие должно определять каждый шаг, послушание должно определять каждый выбор, поскольку впереди еще много всего, что будет раскрыто и предложено в подходящее время. Провозгласите, я с надеждой жду того, что произойдет, поскольку вы оставляете свое «Аминь» как свидетельство вашей веры и настойчивости. Почувствуйте гордость, исходящую из сердца Бога за вашу настойчивость. Ваша радость умножается с каждой священной встречей, с каждым моментом единения и общения с Божественным. Это моменты связи, которые должны быть более частыми и глубокими в вашей жизни. Пишите с благодарностью. С каждым днем я увеличиваю свое общение с Божественным. И помните, если вы чувствуете необходимость расширить эту связь, углубить это общение со Священным, вас еще ждет ожидание. Всего одним щелчком мыши к вам придут новые слова вдохновения. Давайте будем вместе и позволим божественным посланиям продолжать находить отклик на вашем пути. Бог говорит тебе сегодня: «Сын мой, что я здесь, чтобы поговорить с тобой напрямую. Я хочу поделиться с вами чем-то важным, чем-то, о чем стоит подумать всем сердцем, пока вы слушаете мой голос.
Знайте, что этап испытаний подходит к концу и что есть причины сохранять надежду. Поверьте, мы вступаем в эпоху новых возможностей. Жизнь может быть трудной, полной препятствий, которые, кажется, затмевают ваш внутренний свет. Я хочу, чтобы этот свет не только продолжал гореть, но и светил еще ярче и теплее. Поверьте, хорошие новости уже в пути. Бог говорит, что ваша воля двигаться вперед – это дар огромной любви, которую я испытываю к вам. Пришло время смотреть в будущее с надеждой на горизонте. Помните обещания и учения, которые я дал вам, они как маяк, направляющий ваши шаги. В конце концов, когда надежда кажется мимолетной, я готов послать вам не просто решение, а чудо. Празднуйте сейчас все моменты любви и поддержки, которые я вам даровал, ибо это истинные сокровища жизни. Ваша любовь и признательность – моя самая большая радость. Наконец, помните, что мнение других не должно определять вашу карьеру. Нет необходимости никого впечатлять, если вы сосредоточены на том, чтобы жить жизнью, которая доставляет мне удовольствие. Это идеал, к которому мы должны стремиться. Он заявляет, единственные аплодисменты, которые я ищу, божественные. В воздухе витает обещание, это голос всемогущего, шепчущий о том, что в вашей жизни вот-вот начнется новая глава, полная благодати. Давайте объединимся в молитве от сердца к сердцу и выразим нашу благодарность. Давайте праздновать дары, которыми изобилуют наши дома и наша жизнь. Меня тронула благодарность, приближение к богатству и обновлению здоровья, приносящее новую надежду и жизненную силу. Провозгласите процветание. Двигайтесь в мою сторону. Каждый новый день – повод возвеличить Творца. Спасибо за жизнь, за вдохновляющие послания, которые затрагивают душу, и за переполняющие нас благословения. Пусть любовь, которую я испытываю к нашей связи, станет связью, которая объединяет нас, и силой, направляющей мой путь, потому что благодаря этой любви я нахожу поддержку, позволяющую превратить любой вызов в работу, имеющую смысл и красоту. Пишите с верой, любовь – мой проводник и мое утешение. Всегда помните, что каким бы ни было препятствие, я способен обновить и преобразовать себя, привести хаос в гармонию. Сохраняйте твердую веру в меня в своем сердце и терпеливо ждите, ибо все данные обещания сбудутся. Нет причин бояться, когда я являюсь твоим прибежищем и силой. Позвоните мне в этот период. Комментарий. Моя уверенность в божественной верности непоколебима. Ответы на ваши молитвы будут услышаны и отвечены, и вскоре вы поделитесь новой историей, наполненной выздоровлением, полным здоровьем, безграничным процветанием, обильной любовью и неописуемой радостью, которая наполняет каждый уголок вашего существа. Утвердите, я вступаю во время обновления и радости. На этом пути каждое благословение, которое мы получаем, это сокровище, которое мы должны сохранить, и повод быть благодарными. Доверие должно определять каждый шаг, послушание должно определять каждый выбор, поскольку впереди еще много всего, что будет раскрыто и предложено в подходящее время. Провозгласите: «Я с надеждой жду того, что произойдет,
поскольку вы оставляете свое «Аминь» как свидетельство вашей веры и настойчивости. Почувствуйте гордость, исходящую из сердца Бога за вашу настойчивость. Ваша радость умножается с каждой священной встречей, с каждым моментом единения и общения с Божественным. Это моменты связи, которые должны быть более частыми и глубокими в вашей жизни. Пишите с благодарностью: «С каждым днем я увеличиваю свое общение с Божественным». И помните, если вы чувствуете необходимость расширить эту связь, углубить это общение со Священным, вас еще ждет ожидание. Всего одним щелчком мыши к вам придут новые слова вдохновения. Давайте будем вместе и позволим божественным посланиям продолжать находить отклик на вашем пути. Бог говорит тебе сегодня: «Сын мой, что я здесь, чтобы поговорить с тобой напрямую. Я хочу поделиться с вами чем-то важным, чем-то, что отражает сердце». Когда вы слышите мой голос, знайте, что этап испытаний подходит к концу и что есть причины сохранять надежду. Поверьте, мы вступаем в эпоху новых возможностей. Жизнь может быть трудной, полной препятствий, которые, кажется, затмевают ваш внутренний свет. Я хочу, чтобы этот свет не только продолжал гореть, но и светил еще ярче и теплее. Поверьте, хорошие новости уже в пути. Бог говорит: твоя воля двигаться вперед. Это дары огромной любви, которую я испытываю к тебе. Пришло время смотреть в будущее с надеждой на горизонте. Помните, что обещания и учения, которые я дал вам, подобны маяку, который будет направлять ваши шаги, какой бы темной ни казалась долина.